Сегодня мы будем говорить о нововведениях и дополнениях в законах Российской Федерации, которые касаются сферы финансов. Уже с начала этого года многие ощутили на себе часть изменений. Об основных нововведениях в сфере финансов мы поговорим сегодня. В самом начале нашего выпуска отмечу очень важный момент, который касается защиты наших с вами денежных средств. Так, с 1 января 2025 года кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям в течение 1 часа. Это распространяется на крупные банки, а также кредитные организации, которые являются значимыми на рынке платежных услуг. В отношении остальных банков установлен срок в 3 часа. По мнению Центробанка, это позволит уменьшить количество новых переводов на счета мошенников. Важно знать, что Банк России формирует базу данных о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента на основе информации, которую получает от банков и других операторов платежных систем. Она содержит большое количество параметров, уникальных идентификаторов, в том числе данные о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Сведения из базы направляются во все банки. Напомню вам, что с 25 июля 2024 года банки обязаны были проверять каждый исходящий электронный перевод и выявлять признаки мошенничества. При отправлении на подозрительный счет банк обязан приостановить операцию и незамедлительно сообщить клиенту о том, что реквизиты принадлежат аферистам. Если спустя 2 дня клиент все же решает повторно отправить средства или не отреагирует на предупреждение в период охлаждения, то деньги уйдут мошенникам, и банк в этом случае не будет отвечать за последствия. С 23 февраля 2025 года данное правило будет распространяться уже на операции с цифровыми рублями. Чтобы вам было проще сориентироваться в действующих изменениях законодательства, мы продолжим интервью с экспертами в сфере финансов. И именно об этом наш новый выпуск передачи про деньги. Новый год принес много изменений, в том числе в мире финансов. О том, какие новые законы и правила могут коснуться бюджета жителей Якутии, мы поговорим с управляющим отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антоном Анатольевичем Коноплевым. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Что нового ждет жителей республики в столь важной для всех сфере? Ну, действительно, в 2025 году вступает в действие много законов, касающихся финансовой сферы. Один из них вступает в силу с 1 января, и касается он ОСАГО. Теперь страховщики обязаны принимать заявление о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде, в том числе и через свои сайты или через свои приложения. Раньше они могли или принимали такие заявления только через сайт госуслуги и только если ДТП оформлялось по Европротоколу. Сейчас же вот этот перечень точек, где можно ввести данные, он расширен. Если же вы оформляете ДТП по Европротоколу, то можно дополнительно воспользоваться еще и приложениями. Это помощь ОСАГО, помощник ОСАГО называется приложение, да, и госуслуги авто. Вот эти 2 приложения, через них также можно оформить. Они, может быть, у кого-то установлены уже, и кто-то ими уже пользуется. Как это происходит? То есть вы при оформлении ДТП точно так же вводите пакет документов туда, значит, это акт о дорожно-транспортном происшествии, протокол он называется, фотографии с места происшествия, сведения о виновнике, какие-то дополнительные документы, о которых страховщик предупреждает вас при заключении полиса. Страховщик их рассматривает и направляет приглашение, значит, направить автомобиль на пункт технического осмотра для освидетельствования. Если он принимает эти документы, то после этих 2 этапов происходит выплата возмещения. Автоматически? Да, практически автоматически это все происходит. Если же страховщик не согласен, то значит, пострадавший может направить претензию, страховщик ее рассматривает,
после чего дает какой-то ответ. Если же страховщик отказал вам и в удовлетворении претензий, то можно обратиться к финансовому омбудсмену. В этом случае уже происходит такое рассмотрение третьей стороной. Да, человек сам выбирает форму взаимодействия со страховой компанией. Он может работать в онлайне, направив документы, да, потом подойти в офис, подписать какие-то документы или донести документы какие-то, после чего снова продолжить общение со страховой компанией в онлайне. Вот это тоже одна из форм, которую закон устанавливает и устанавливает новую форму взаимодействия. То есть максимально гибко для пользователей страховых услуг. А в сфере инвестиций также внесены дополнения и изменения. И действительно ли доверительное управление станет индивидуальным? Что это? И расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Да, также вводится такая новая норма, когда доверительное управление будет осуществляться с учетом ваших потребностей. Да? То есть брокер или доверительный управляющий, он не может предлагать вам стандартные схемы управления вашими финансами. Он должен изучить, значит, какую сумму вы хотите вложить, на какой срок, к какому риску вы готовы, какие потери готовы понести. То есть в конечном итоге он должен оценить уровень риска, на который готов пойти клиент. В этом случае управление вашими деньгами становится более точным, оно более соответствует вашим запросам и потребностям. Ну и в данном случае мы считаем, что будет обеспечена большая защита инвестора, потому что брокер или доверительный управляющий будет управлять вашими деньгами с учетом риска, на который клиент действительно готов пойти. Получается, человек получает вместе с инвестиционной гарантией уже. Гарантии, что он не потеряет или потеряет, ну, с каким-то риском, или нет, или этого нет? Ну, вообще, доверительный управляющий, он по определению управляет вашими деньгами, да. Единственное, то есть вы подписываете договор и передаете ему в доверительное управление. В этом случае он либо выполняет ваши прямые указания, то есть купить вот это, разместить вот там-то, значит, продать и так далее, да. Либо он самостоятельно это делает. Так вот, чтобы он это делал, когда он делает это самостоятельно, он учитывал ваш профиль риска, так называемый. Вот он как раз и осуществляет сбор данных, значит, вашу склонность к риску, ваши возможности, после чего уже более точно, в соответствии с вашими ожиданиями, управляет вашими финансами. Ну, а насколько вообще, не знаю, насколько можно довериться такой оценке, допустим? Вот значит, здесь каждый выбирает для себя по-своему. Единственное, что можно сказать, что на финансовом рынке присутствуют профессионалы, имеющие лицензии, находящиеся под надзором со стороны Банка России. И, конечно, выбирая такого участника финансового рынка, брокера, доверительного управляющего, любую другую финансовую структуру, конечно, надо убедиться, что этот участник финансового рынка является легальным, он учтен в реестрах Банка России, и это можно сделать с помощью сервиса Банка России «Проверь участника финансового рынка» на сайте Банка России. Поэтому говорить о том, насколько это надежно, обращаясь к легальному участнику, это надежно. Насколько доходно это будет, это вопрос другой, потому что можно вкладывать консервативные инструменты, как облигации, да, доходность будет пониже, но и риск будет там около нулевой, потому что если покупать, например, облигации федерального займа, то там гарантированная доходность обеспечивается на сегодняшний день. Все зависит от вашего аппетита к риску, так называемому. Да? Готовы ли вы рисковать своими деньгами? Здесь есть разные советы, разные люди есть, которые рискуют. Единственное, что есть, например, венчурные инвестиции, так называемые, это инвестиции, которые очень рискованные. Так вот, я не рекомендую людям, которые первый раз приходят на рынке, заниматься таким, да. То есть здесь надо все-таки посмотреть и оценить свое желание рисковать и свою готовность потерять деньги.
Да, потому что изначально же инвестиции это всегда связано с риском. То есть об этом говорится постоянно, Да, об этом совершенно всегда верно. в открытую, причем это говорится о том, что нет никаких гарантий. Человек 100% гарантии не получит, правильно? Да, это вот особенность вот инвестиций в фондовый рынок. Да, там вот колебания существуют, какие-то акции дешевеют, какие-то дорожают. Вот. В некоторых случаях можно проиграть, потерять какую-то сумму. А в некоторых случаях можно, если удачно рынок движется в нужную сторону, можно заработать очень прилично. В этом году, в 2025 году, появился новый такой инструмент – долевое страхование жизни. Значит, что это такое? Вы приобретаете полис страхования жизни, одна часть которого идет действительно на оплату полиса страхования, а вторая часть идет на приобретение паев инвестиционных фондов. В этом случае гражданин сразу становится владельцем этих фондов, и это защищает его от того, что если что-то случится со страховой компанией. Ну вот мы только что говорили про некоторую нестабильность на фондовом рынке, да, и вот приобретая такой договор и помня, что приобретаются паевые инвестиционные фонды, надо помнить, что в некоторых случаях тоже может быть вот такие колебания. И фондовый рынок может, так сказать, пойти вниз, и фонды будут, так сказать, стоимость этих паев уменьшится. В этом случае, ну, фактически можно считать потерями, а в некоторых случаях стоимость паев увеличивается. И в этом случае вы помимо договора страхования жизни получаете дополнительный доход от инвестиций. Но при этом же гарантий как таковых нет. То есть гарантий нет, да, да. Что человек гарантий в конце нет. договора получит какие-то там прям суперприбыль. Нет. Такого, вот чтобы получить суперприбыль, надо супер рисковать. Вот я от этого всех настоятельно отговариваю. Суперриск можно пускаться только тогда, когда ты четко понимаешь, что ты делаешь, когда ты отдаешь себе отчет в своих инвестициях. Не надо верить золотым обещаниям, каким-то красивым фразам. Надо понимать, что за компания, куда вы вкладываете, чем она занимается, какую доходность она имеет, да, можно ли получить вот в этом случае такую доходность. Поэтому это такая отдельная специальность, это надо иметь большие, такие достаточно глубокие знания. Этим заниматься лучше, конечно, профессионально. То есть выделять на это время, получать дополнительное образование, какие-то заканчивать курсы, либо образование получать даже, может быть. Получается, что и инвестиционную брокерскую компанию можно проверить на сайте Банка России, да. проверить их лицензию, также да. страховую компанию также можно Точно, проверить? да. Любой участник финансового рынка работает под лицензией Банка России, имеет лицензию от Банка России и значится в реестрах. Соответственно, проверить такого участника можно в одном месте. Вот набив там либо ННН, либо название, либо короткое название. Очень важно знать, действительно ли упростится переход между брокерами, ведь ранее это была очень сложная процедура. И что изменилось сейчас? Вот как сейчас это происходит? Что вам говорит? Да, в этом году тоже введены определенные изменения. И, значит, упрощена процедура перехода одного брокера, значит, или там одного доверительного управляющего, да, к другому. Значит, если раньше надо было собирать пакет документов, значит, вот все необходимые сведения от одного брокера, потом это все пересылать другому брокеру, да, там открывать счет, регистрироваться, писать заявление, то сейчас достаточно подать заявку тому брокеру, у которого сейчас открыты счета и осуществлены все операции, и он в течение 30 календарных дней должен передать все сведения тому брокеру, на которого вы укажете. Он передает сведения о ваших операциях, доходной части, да, сколько получено дохода, какой налог уплачен, какой еще предстоит уплатить с тех операций, которые осуществлял предыдущий брокер. Это все тоже нужно для того, чтобы вот тот брокер, который примет ваши дела, откроет вам счета, чтобы он правильно рассчитал налоги в конце года, правильно, значит, рассчитал вашу доходность, правильно посчитал прибыль от ваших вложений, ну и эту информацию вам сообщил. Стоит ли бояться людям, например, утечки персональных данных?
Со стороны Банка России проводится очень большая работа в этом направлении, публикуются стандарты, требования публикуются, поэтому участники финансового рынка, конечно, находясь под наблюдением Банка России, они стараются соблюдать эти требования. В противном случае можно лишиться лицензий. Опасаться надо тех компаний, которые не имеют лицензии. Сейчас очень много развелось приглашений, предложений в интернете, в социальных сетях. Это совершенно, значит, непонятные компании. И если повестись на их рекламу, то можно передать персональные данные, которые потом будут, в общем доступе. У легальных участников финансового рынка все-таки построены механизмы контроля на утечки, контроля на защиты от атак каких-то хакерских, да? То есть в этом случае они более защищены. И вот мы с вами очень плавно подошли к теме мошенничества. Ведь чтобы защитить себя от мошенников в 2025 году, граждане ждут внедрения практики именно самозапретов на кредиты. И скажите, пожалуйста, в этом году уже можно будет ставить запрет на кредиты и займы на свое имя? Да, долгожданная мера, которая вступает в действие с 1 марта, позволяет гражданам оформить самозапрет на получение кредитов. Это оформляется через сайт Госуслуги, который уже осуществляет рассылку сведений во все бюро кредитных историй, и в вашей кредитной истории делается пометка, что такой-то гражданин имеет самозапрет. Значит, как работал раньше и как работает и как будет работать сейчас. Раньше при отсутствии такого самозапрета, значит, куда вы обратились, делался запрос в бюро кредитных историй, после чего вам оформлялся кредит. Сейчас, в случае, если тот участник финансового рынка или кредитная организация, микрофинансовая организация, которая выдает займы, да, обращаясь в бюро кредитных историй, получает такой ответ, что установлен самозапрет, она не имеет права выдавать кредит этому лицу. В первую очередь эта мера направлена для защиты наших граждан от мошенников, которые, используя подложные документы, действуют якобы от имени гражданина и оформляют кредит на кого-то, да? В этом случае кредит оформить будет невозможно. Но если микрофинансовая организация или банк все-таки оформил по каким-то причинам, да, уже так сказать, не очень добросовестным, все-таки оформил кредит такой, да, и на гражданина оформился кредит, гражданин совершенно спокойно его оспаривает и может не платить денег на его погашение. Вот это самое главное. При наличии такого ограничения гражданин может не осуществлять погашение такого кредита. А снять самозапрет как-то можно? Самозапрет можно установить неограниченное число раз. Устанавливается он бесплатно. Поэтому, когда вам понадобится получение кредита, вы оформляете заявку, самозапрет приостанавливается, снимается. Единственное, что он снимается на следующий день после направления заявки. Это сделано тоже с целью защиты от мошенников наших граждан, которые иногда оформляют заявки на получение кредита под влиянием мошенников. Да? И в этом случае происходит такой период охлаждения, целые сутки, когда можно спокойно, вдумчиво, так сказать, взвесить за и против и принять решение, действительно мне нужен кредит, нужно ли его брать, да, или не нужно. Я бы нашим зрителям очень посоветовал воспользоваться этой опцией, чтобы исключить какие-либо возможности манипулирования, попадать под какое-то влияние мошенников, а также обратиться, может быть, к детям, да, у которых есть родители серебряного возраста, чтобы они тоже позаботились об этом и установили запрет, поговорили дома, взвесили за и против, да, и установили запрет, потому что иногда во время разговора попадают под обаяние мошенников и начинают рассылать заявки во все кредитные организации. Таких случаев много, потому что мошенники не дают трубку положить иногда.
Вот. Действительно, А вот так. этот самозапрет, он не позволит технически это сделать. Мгм. И получается, там не надо выбирать сумму, там невозможно, вы просто Да. ставишь самозапрет, Да. и все. Да. И без твоего согласия уже ни один банк, Пока его не снимешь, не то Мгм. что согласие, пока не снимешь самозапрет, это отдельная процедура, это надо подать заявку, потом дождаться, пока она вступит в силу, вот, после чего только вот можно оформить кредит. Ну, это самая лучшая опция, по-моему, защита от мошенников, потому что, ну, уезжая в отпуск, мы ведь оставляем свои копии паспортов там, на ресепшенах, в хостелах, да, или в отелях, и потом эти копии просто никто не забирает, а куда эти копии потом деваются, тоже никому не Да. известно. По И, закону все, кто оперирует персональными данными, должны их защищать, но к вот не все сожалению, добросовестно это выполняют. Поэтому, да, действительно, персональные данные мы сами оставляем во многих местах, и есть риск, что эти данные попадут вот к таким мошенникам, которые попробуют ими воспользоваться. Я хочу сказать, что вот еще дополнение, что с сентября, то есть с 1 марта это можно оформить через сайт госуслуги, Мгм. а вот с сентября месяца можно будет оформить еще и через МФЦ. Мгм. То есть просто подойти Да, в любое подойти окно. и прямо, да, и вам там помогут вот оформить. Ну, это связано с доработкой там информационных систем, поэтому немножко по срокам вот такая. Но сохраняется право за человеком, например, узнавать свою кредитную историю 2 раза Конечно, в год. конечно, 2 раза в год с бюро кредитных историй вы имеете право бесплатно получить свою кредитную историю. Так, ну теперь мы, наверное, перейдем к недвижимости, потому что тоже очень много нововведений, изменений в сфере недвижимости. Вот что именно изменилось и какие ожидания, наверное, да, в 2025 году вот в этой сфере? Самая такая сложная сфера считается сейчас уже. Да, самая такая острая, нужная, Да. востребованная. Да, действительно, в 2025 году появилась дополнительная возможность построить, воспользоваться льготным ипотечным кредитованием для строительства индивидуального жилого дома. Мгм. Значит, это работает примерно так же, как работает ипотека. Да? То есть вы должны найти застройщика, который входит, зарегистрирован в единой информационной системе жилищного строительства. Вот, это может быть крупная компания, может быть какая-то небольшая компания, но тем не менее она должна вот в этой ЕИС-ЖС быть зарегистрирована. После этого выбираете проект, который этот застройщик опубликовал в ЕИС-ЖС, и он приступает к строительству. Вы же открываете эскроу счет в банке, да, и туда вносите всю сумму. Этот эскроу счет защищен системой страхования на сумму до 10 миллионов рублей, поэтому тут государство вот ваши сбережения на этом счете сохраняет и защищает. Вот. Застройщик, в свою очередь, получает, уже работает с кредитной организацией, получает, наверное, какую-то там, либо на свои строит, либо получает какое-то фондирование уже от кредитной организации. В этом случае деньги со счета escrow переходят застройщику только тогда, когда гражданин оформляет право на на построенный дом, если коротко. Получается, что только после подписания всех актов, всех... После того, как окончания всех оформляется работ. право собственности на вот это законченное строительство, в этом случае счета escrow, так говорится, раскрываются, и деньги переходят застройщику. Дополнительно еще вот в такой схеме можно использовать материнский капитал в полном объеме. Да? Вот 100% материнского капитала можно перечислять на счета escrow для постройки индивидуального жилого дома. Сейчас можно использовать только половину материнского капитала, а вторую половину можно использовать для строительства только через полгода, и то, если построен фундамент, стены, крыша, вот они закончены. То есть там такая гарантия, что вот жилищное строительство идет. Вот. А в этой схеме получается... Соцфонд сразу будет перечислять всю сумму материнского капитала. То есть, здесь с соцфондом надо индивидуально отрабатывать, доказывать, видимо, предъявлять договор. Это целевое назначение. Соцфонд там требования свои сформулирует, но вот эта схема, она еще и здесь. Тоже упрощает, послабление, да? Еще я бы посоветовал гражданам внимательно читать те договоры, касающиеся финансовых вопросов, которые вы подписываете. Лучше потратить 20 минут на чтение, задать вопросы, которые вас заинтересовали, да, чем потом разбираться и
даже если вы ничего не потеряли, но потраченные силы и нервы, да, они могут испортить вот впечатление или пользу, да, вот совсем смазать, как говорится, эффект от получения вот этих полезных финансовых услуг. Ну и главный совет – это повышать финансовую грамотность. Это можно сделать с помощью ресурсов Банка России. Наш основной сайт «Финансовая культура», Финкульт.инфо. На нем публикуются различные ситуации, как и повысить свои знания, где проходят вебинары, в какое время, где вот разбираются отдельные вопросы, да, там темы опубликованы. Там же есть у нас истории, как противостоять мошенникам, какие схемы мошенники применяют. Вот. И хотел сказать, что в ближайшее время будут запущены уроки по финансовой грамотности, онлайн-уроки, которые можно прослушать. И тем самым очень серьезно улучшить свой уровень финансовой грамотности. Уроки направлены и на школьников, да, и на работающее население, и на пенсионеров. Для каждой категории населения есть свои, вот, с более глубоким изучением, с разной формой подачи материала. Поэтому рекомендую этим воспользоваться и повысить свою финансовую грамотность. Погрузиться, так сказать, в разные вопросы. Там, вот мы сегодня разбирали с вами там, страхование, инвестиции, да, а существуют же еще и какие-то другие вопросы, да, финансового рынка. Поэтому... И мы обязательно для удобства наших телезрителей разместим на экране ссылки на все информационные ресурсы, которые сейчас озвучил Антон Анатольевич. И обязательно переходите, повышайте свой уровень финансовой грамотности и смотрите нашу передачу. Да. Спасибо вам большое, Антон Анатольевич, за то, что пришли к нам в гости, рассказали очень много интересного. До новых встреч. Спасибо вам, что уделяете внимание и интересуетесь этой темой финансовые рынки. Спасибо.